Согласно данным Национального центра по правам человека, в Казахстане увеличилось количество жалоб на антисанитарные условия, ограничение права на свободу слова и вероисповедания, недостаточно квалифицированную медицинскую помощь, нарушение права на труд, случаи дискриминации по гендерному признаку. А также среди поступающих обращений присутствуют жалобы на пытки и жестокое обращение с людьми, находящимися в учреждениях уголовно-исполнительной системы и иных специальных учреждениях, обеспечивающих временную изоляцию от общества. Подобные обращения сигнализируют об имеющихся нарушениях Конвенции ООН против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания, государством-участником соблюдения которой является наша страна. Какую работу проводят по имеющимся заявкам уполномоченный по правам человека и что нужно сделать, чтобы права человека соблюдались повсеместно? Поговорим об этом сегодня в программе «Особое мнение». Здравствуйте. Это программа «Особое мнение». Меня зовут Тимур Сержанов. Сегодняшняя наша тема – нарушение прав человека в Казахстане. И для разговора пригласил Эльвиру Азимову, уполномоченного по правам человека в Республике Казахстан. Здравствуйте, Эльвира. Большое спасибо, что нашли время выйти с нами на связь. Здравствуйте. Ну и, собственно, давайте поделим наш сегодняшний разговор, нашу сегодняшнюю программу, ну так вот, зрительно на две части. То есть первое, это будут вопросы от дилетантов, то есть от массы людей, которые не сведущие в юриспруденции, в вашей работе. Мы должны им ответить на те вопросы, которые у них являются злободневными. Ну и вторая часть, которую я предлагаю посвятить все-таки профессиональным вопросам. Вы согласны? Да. Ну и для начала давайте определимся с понятиями. Вопрос, что называется, от дилетанта, то, о чем я говорил. По каким документам регламентируются, или лучше сказать, защищаются права человека у нас в стране, если перечислить? То есть это Конституция. Но самый основной закон, который защищает права человека, это, конечно же, Конституция Республики Казахстан, которая буквально начинается со статьи 1 Конституции, в которой сказано, что человек, его жизнь, права и свобода являются высшими ценностями государства. И в Конституции предусмотрен отдельный раздел о правах человека и гражданина. Что если говорить о законах, то их очень много, потому что права разные, есть и социальные, экономические, культурные права, естественно, и, соответственно, законы тоже разные. То есть в каждом законе, так или иначе связанном с человеком, его жизнью, правами и свободами, предусмотрен специальный механизм защиты и соблюдения этих прав. Есть какие-то сноски? Ну, например, Трудовой кодекс, например, Кодекс об охране здоровья населения. А вот если сказать, например, о статистике, сколько человек обращаются к вам по году? Ну, не будем брать 2020, да, тут, наверное, все-таки будет количество больше. Если взять прошедший 2019 год, какое количество людей к вам обращаются? И, ну, наверняка вы проводите анализ, по каким вопросам больше. Ну, в среднем к уполномоченному по правам человека обращается не меньше 2000 граждан. По году? В год, да. Но здесь надо учитывать, что бывают и телефонные звонки, обращения. Например, с момента моего назначения на должность люди не только в официальном плане могут обращаться, они находят мой личный, даже мобильный телефон и звонят, консультируются. Самое главное, здесь нужно понять, что это количество обращений не отражает истинное количество самих нарушений, по которым граждане обращаются, потому что определенная часть обращений поступает непосредственно в государственные органы на имя должностных лиц. Бывает ли так, что кто-то по незнанию вообще никуда не обращается? Конечно, бывает. Бывает, что обращаются и не сами граждане, чьи права нарушены, обращаются третьи лица, которые знают о таких нарушениях, либо общественные организации, которые в своей работе столкнулись с ними. Больше обращений касательно социально-экономических прав, прав о пытках и жестоком обращении. Ну вот вторые, последние понятные. Что, расшифруйте, пожалуйста, первое. Первое, социально-экономических. Вот за время карантина, например, увеличилось количество обращений, связанных с трудовыми правами. Например, некоторые люди оказались уволенными без предварительного предупреждения, либо
оказались в такой ситуации, когда им не была выплачена заработная плата, либо положенные компенсации в связи с досрочным прекращением трудового договора. Ну, я таких историй, таких примеров знаю сотни. А каким Да. образом вы можете им помочь? С моей стороны, это в большей степени реагирование в виде сигналов самим государственным органам на местах, чтобы они провели соответствующие проверки, либо в случае наличия оснований для уголовного правонарушения зарегистрировали соответствующее обращение и завели уголовное дело. Нарушение прав человека в закрытых учреждениях в нашей стране, в местах заключения. Насколько на сегодняшний день эта проблема изучена вами и насколько часто вы посещаете, может быть, с какими-то контрольными функциями места заключения? Можете ли вы посещать их с контрольными функциями? Но тема пыток и жестокого обращения – это тема, которая постоянно поднимается и в обществе, и со стороны международных организаций, в частности ООН, членом которой является Казахстан, и рассматривается как самые наихудшие преступления против человека и его прав. С моей точки зрения изучения, наверное, это был, пожалуй, один из первых вопросов, по которому поступило ко мне в первую неделю обращение, когда я пришла на эту должность уполномоченного по правам человека. Если же говорить о количестве обращений, то, например, из, как я уже сказала, более чем 2000 обращений, практически половина, например, по этому году, это 995 обращений, это обращения от лиц, которые находятся в местах заключения, либо это лица, чья свобода временно ограничена на период расследования уголовного либо административного дела. То есть ИВС, изолятор временного. Да, изоляторах временного содержания, либо в И следственных в изоляторах. чем, скажем так, контекст? То есть это все-таки пытки или это нечеловеческое содержание? Что это? Вы знаете, Принуждение? вопросы, которые поднимают в своих обращениях эти лица, граждане, и это обращение не только непосредственно от тех, кто находится в так называемых закрытых учреждениях, это также обращение от их родственников, либо общественных организаций, связаны с разными вопросами, начиная с условий содержания, грубого или жестокого обращения и заканчивая пытками. Но нужно сказать, что из 995 обращений, которые были, например, в этом году, 125 обращений, в которых поднимался вопрос о пытках или жестоком обращении. О том, что этот вопрос очень важный именно с точки зрения правозащитной темы, говорит даже то, что в отдельных странах были избраны уполномоченные по правам человека осужденных. То есть настолько пристальное внимание уделяется этому вопросу. Почему? Потому что речь идет о нарушениях со стороны должностных лиц, представителей государства, которые выполняют организационные либо административно-хозяйственные полномочия. У нас, простите, в прошлой программе был один о танцаре, и мы говорили о бытовом насилии. То есть это, в принципе, тоже унижение чести и достоинства человека. Я понимаю, о чем вы говорите. Я же пытаюсь понять другое. Хорошо, сейчас, я не буду третий раз задавать этот вопрос. Понятное дело, вы согласитесь со мной, что есть некие огрехи, что ли? Когда цифры — вещь упрямая. Когда в разговоре или в анализе участвуют цифры, здесь уже все аргументы пустые. Если вы называете 135, а дошло 11, или здесь 995, а рассмотрено только 135, значит, кто-то, простите, из вас не дорабатывает. Это мое суждение как дилетанта. Если ответить вам как дилетанту, на самом деле, если брать просто голые цифры, то да, можно сказать, что либо механизм общественного... за голыми цифрами это 995 человек.
Но Я прошу давайте прощения. я немножко дам пояснение. Дайте, На самом пожалуйста. деле, если брать цифры, да, действительно возникает впечатление, что есть недоработка. Но если вы вспомните, президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Кемелович в своем послании к народу Казахстана в сентябре еще раз поднял этот вопрос о необходимости приведения законодательства именно о наказании за пытки и жестокое обращение в соответствии с Конвенцией ООН и регулирующими на эти вопросы. Это с чем связано? Вы наиактивнейший участник разработки этого документа. На данный момент, да, мы сейчас внесли предложение, в частности, я лично сейчас прорабатываю с правоохранительными органами. Другой вопрос. Вот если мы возьмем 995 обращений о пытках, которые ко мне поступили, на самом деле, когда начинаешь анализировать эти обращения, речь, вот поймите, в чем разница между пытками, между насилием. Речь идет, когда применяется насилие со стороны одного гражданина в отношении другого гражданина. Да, Пытки- здесь должностное пытки- лицо против... Правильно. Как бы, да. Но Это я отличие понимаю. пыток от жестокого обращения в том, что пытки совершаются с целью получения выгоды, угрозы получения доказательств, в том числе в отношении третьих лиц, или когда применяется насилие или угроза в отношении третьего лица. Тогда как жестокое обращение – это унижающие честь и достоинство человека виды именно деяний. И есть, допустим, обращение с гражданином, которое противоречит требованиям и условиям содержания. Например, и вот из этих 995 обращений большая часть касалась жестокого обращения. Почему для нас очень важно обратить внимание на обращение президента Республики Казахстан? Потому что до настоящего времени, несмотря на то, что Казахстан является участником Конвенции о противодействии пытках, принятой в рамках ООН, у нас до сих пор в законодательстве отсутствует понятие жестокого обращения. То есть когда нет у виновного лица цели получения доказательств или иного применения насилия с целью получения выгоды, а когда просто имеет место, нельзя даже назвать это халатным, это, наверное, более жесткая форма обращения с человеком. Эльвир, Вот вспомните... Тысячу извинений. Вот вы для меня сейчас человек с... Ну, вы простите, это для меня. У нас программа называется «Особое мнение», поэтому это мое особое мнение. Вы для меня сейчас как человек с невероятными возможностями. Вы уполномочены по правам человека в Республике Казахстан. У вас есть возможности, вы вхожи в огромные высокие кабинеты. Вы, ваша организация, имеете право инициировать тот или иной документ, потребовать ответ на тот или иной вопрос. Я призываю к чему? Да я даже не призываю, я вопрошаю, что ли. Вот если у нас... Это все казуистика, да, то есть, да, какой-то фразы не хватает в законодательстве, какая-то будет внедрена, но от перемены мест слагаемой суммы не меняется, люди страдают. Вы знаете, это не казуистика. Почему большая часть правонарушений в ходе расследования в итоге не доходит до суда? Почему? Во-первых, если мы возьмем, допустим, применение физической силы, по медицинским показаниям, извините, имеется определенный срок, когда следы применения физического насилия можно снять, да? проходят, да. То есть наступает очень поздний срок. Второе, имеет место злоупотребление, что тоже признать факт со стороны тех лиц, которые обращаются. Да, есть такой момент, но для того, чтобы понять это, нужно до конца дойти и проверить этот факт, потому что речь идет о предъявлении обвинения лицу, которое является представителем власти. И здесь власть должна доказать, что не было этого факта. Но это расследование должно пройти прозрачно, и его результаты должны быть доступными. Эльвира, давайте прямо сейчас посмотрим сюжет и вернемся к нашему разговору. Права человека в Казахстане. Соблюдаются ли они на должном уровне? И какие перемены за прошедшие 3 десятилетия независимости ощущают люди? Об этом мы спросили рядовых граждан. Однозначно нет. Почему? 80% не соблюдается права человека. У нас законы пишутся
не для народа. Сколько вот с этим сталкивалась, нету защиты в Казахстане. По сравнению с 90-ми, конечно, как бы свободы больше стало. В плане того, что люди стали смелее, стали себе позволять делать заявления, стали выходить на митинги. Всего этого в 90-х не было. Как бы в этом плане, да, как бы продвижки есть. Ну а глобально мы как бы топчемся на месте. Никаких позитивных сдвигов, на мой взгляд, нет. По закону мы не можем ничего сделать. Почему? А сейчас по закону, если ничего не сделаешь, ты больше ничего не сможешь сделать. Сам по себе человек не выгребет никогда. Под давлением, гражданского общества, все-таки власть немного отступает. Продолжая говорить о необходимости разъяснения прав человека, необходимо подчеркнуть, что уровень работы, по мнению граждан, по-прежнему остается недостаточным. Жалобы продолжают поступать отовсюду, и действующий на постоянной основе национальный превентивный механизм против пыток подчеркивает свою необходимость. У них тем более плачевное состояние. Что говорить про них? Если люди, обычные граждане страдают, да, от насилия, что уж про них говорить? У нас в основном как? Если соблюдается, у кого деньги есть. Он заплатил адвокату, он заплатил судье, и все. На стороне прав тот человек, у которого есть деньги. Все. Хотел задать вот такой вопрос. Очень серьезный вопрос, который имеет значение не только для жертвы, не только для родственников, но и для страны в общем. Я имею в виду внесение Казахстана в контрольный список по торговле людьми. Вот цитируя вас, по вашим словам, несмотря на принимаемые меры, правительство не представило доказательств активизации усилий по борьбе с торговлей людьми в сравнении с предыдущим отчетным периодом. Какова ситуация на сегодняшний день? Вот у нас был Зейнал Гаджиев, по-моему, в программе. Он очень остро озвучил эту проблему, и, насколько я понимаю, вы все-таки работаете в тандеме. Вот что сделать для того, чтобы, если можно вкратце, с вашей стороны, для того, чтобы, я очень просто скажу, чтобы Казахстан убрали из этого контрольного списка? Ну, во-первых, наверное, дать надо пояснение зрителям, что речь идет о контрольном списке, который ведет американская сторона, в частности, в лице Госдепартамента США. Ежегодно они опубликовывают доклады о ситуации в других странах-партнерах по тем или иным вопросам, связанным с правами человека. Но, наверное, правильно было бы сказать, что для Казахстана это не единственный источник, то есть когда другая страна обратила внимание, что в Казахстане не так ситуация, и мы начали работать. Нет. На самом деле этот вопрос поднимается и на площадке Международной организации миграции, и площадке ООН. Почему? Потому что за время карантина самые уязвимые группы населения, кроме собственных граждан, которые относятся к социально уязвимым группам, оказались трудящиеся мигранты, которые так или иначе пребывали на территории Казахстана и других стран. Потому что, когда закрылись границы, эти люди просто были ограничены не только в передвижении, но и в средствах к существованию. Они не могли выехать и вернуться в свою страну. Простите, это одна часть, да, тут это мы можем назвать форс-мажорные обстоятельства. Но есть те, которых просто покупают или держат в рабстве. Знаете, на самом деле, да, большая проблема, наверное, связана с неформальным рынком труда, Да. так И называемые вы, как услуги. Бюро по правам человека, совместно с, как интегрированные в Ассоциацию Объединенных Наций, какие вы видите пути выхода? Я почему тороплю, простите, у нас время ограничено, но мне очень интересно получить ответ на этот вопрос. Я поняла, потому что даже по теме пыток и жестокого обращения можно говорить достаточно долго. Да, я понимаю. Но вот что касается именно торговли людьми, я просто даже могу привести такую статистику. У нас зарегистрировано на сегодня, вот в прошлом году, например, было зарегистрировано и дошло до суда очень мало уголовных дел. Если, допустим, из 7 уголовных дел, по которым велось расследование, только 3 дошли до суда. Это статья «Торговля людьми» в Уголовном кодексе. Если мы возьмем по
торговлей несовершеннолетними, то в прошлом году было зарегистрировано 6 уголовных дел, из которых только 2 дошли до суда. Если мы возьмем этот год, то в связи с тем, что этот вопрос именно поднимался со стороны международных организаций, с моей стороны, и сами правоохранительные органы увидели вот эту ситуацию, количество дел возбужденных возросло. Например, по торговле людьми было возбуждено 37 уголовных дел, а по торговле несовершеннолетними 14. Ну, то есть тенденция к росту. Да, Потому но что заметили проблему. проблема, когда мы говорим о торговле людьми, это не только уголовные дела. Если мы возьмем статистику, допустим, стран наших соседей, в лице Кыргызстана или Узбекистана, у них большее количество дел зарегистрировано, в том числе и административных правонарушений, связанных с нарушением трудового законодательства, то есть когда трудящийся осуществляет ту или иную работу, либо оказывает услуги без заключения трудового договора, а это тоже рассматривается как торговля людьми, было зарегистрировано по статистике больше дел, чем внутри Казахстана. Причем речь шла именно о тех людях, которые вернулись из Казахстана в свои страны гражданства. Каким же образом можно защищать права наших сограждан за рубежом? Насколько такие дела успешные? И есть ли какие-то примеры, которые вы можете предоставить? Ну, достаточно сложно защищать права наших граждан за рубежом. Почему? Потому что, во-первых, наше законодательство и законодательство других государств связывает именно создание правового поля для защиты с наличием международных договоров, то есть договоренности с другим государством. И в этом ключе у Казахстана не со всеми странами такие договоры имеются. Ну, с большинством. Ну, по крайней мере, с развитыми. Все зависит от сферы правоотношений. Ага. То есть какой-то документ может быть ратифицирован, а какой-то нет, да? Да, какой-то договор может быть, а какого-то договора нет. Буквально понимают многие люди, что торговля людьми – это купля-продажа. Нет. Как торговля людьми рассматривается и экономическая эксплуатация труда, когда нет трудового договора, нет тех социальных, не соблюдаются те социальные гарантии, которые предусмотрены трудовым законодательством. По сути, в большей степени это касается неформального рынка труда. Сейчас, вот знаете, как только мы углубимся в детали, это все будет разрастаться как снежный ком, который ну, похож на тот, вы знаете, который вопрос, сейчас за окном. Я все понимаю, да. Но согласитесь, что это неправильно, когда, допустим, человек работал в личном подсобном хозяйстве или в других, допустим, хозяйствах больше 10 лет и не имел на руках документа, удостоверяющего личность. Я абсолютно с вами согласен. И но когда отличие... такой случай выявляют через несколько лет, это неправильно. Абсолютно. Второй момент, согласен. когда, допустим, законодательство гарантирует конкретные именно социальные гарантии по рабочему времени, по оплате труда, люди выполняют эту работу, но из-за зачастую правовой неграмотности они не оформляют эти вопросы именно оказания услуг или выполнения какой-то работы стандартным вот этим трудовым договором. И они не получают вознаграждение или оплату. И за время карантина, вот когда я говорю о том, что количество обращений по социально-экономическим, к сожалению, в большей степени граждане, когда обращались, мы потом смотрели и анализировали ситуацию, большая часть это были граждане, которые не оформили свои трудовые отношения с субъектами предпринимательства через трудовые договоры. И доказать это очень тяжело, что они выполнили определенную работу. Вот, к великому сожалению, время нашей программы ограничено. Но, вы знаете, я все-таки повторюсь, чем больше мы погружаемся в тему, вот даже не экспертным сообществом, а сидя профессионал и журналист, вот сколько контрапунктов мы здесь нашли. На самом деле нарастает как снежный ком, как погода в Нур-Султане. К великому сожалению, фраза «ты нарушаешь мои права» как-то не стала модной в Казахстане. Может быть, потому что не хватает осведомленности о своих правах каждого из нас. Вам, Эльвира, хочу сказать большое спасибо за то, что нашли время прийти к нам на программу.
выйти на связь, поговорить с нами. Действительно, эта тема не для одной программы. Именно это дает мне право надеяться на то, что мы еще встретимся в рамках нашей передачи. Успехов вам в вашей работе. Спасибо. Это была программа «Особое мнение». Меня зовут Тимур Сержанов. До новых встреч в эфире.